Почта Деда Мороза начала работу на Стефановской площади Сыктывкара и уже активно принимает письма к главному волшебнику страны. Все послания упакуют в специальные ящики и аккурат к Новому году отправят в Великий Устюг. Александра Головина о маленькой сказке. Над вопросом, что же попросить у Деда Мороза на Новый год, 6-летняя Уля задумывалась уже давно. Варианты были разные, но девочка со всей присущей скромностью выбрала самый заветный подарок. Чтение и письмо малышка только начала изучать, но столь важное послание главному детскому волшебнику написала, конечно, сама. Я написала, что я себя хорошо вела целую зиму. Я собачку пришила себе, а с другой стороны нарисовала вон дом Деда Мороза. А как вообще Дед Мороз деткам подарки приносит, представляю? Он летит на санях в наш город и их оставляет под елочкой. Почта Деда Мороза и сама будто из сказки. Деревянный домик, украшенный праздничными огоньками, теперь стал самым волшебным местом на главной площади республики – Стефановской. Здравствуйте. Домик «Письмо Деду Морозу» начинает свою работу. Мы вас приветствуем. Как вас зовут? Ульяна. Ульяна к нам сегодня пришла самая первая. Ты молодец. Помощники Деда Мороза встречают юных гостей в нарядных платьях. И вроде бы все здесь намекает на грядущий праздник. Вот только музыки не хватает. И наша героиня это легко исправила. Ягода малинка, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Всех желающих здесь ждут обязательно в сопровождении взрослых. Письма собирают вот в такие ящики. Их совсем скоро ждет дорога в резиденцию Деда Мороза – Великий Устюг. Мы ждем вас каждый день в течение ноября и в декабре. Наш режим работы с 12 дня до 19 вечера. Приносите письма, дорогие, уважаемые наши гости, а мы отправим их Дедушке Морозу. Всего вам доброго! Александра Головина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.